В Уфе на площадке ВДНХ «Экспо» состоялся 20-й Российский промышленный форум. Российский промышленный форум – крупнейший отраслевой проект Приволжского региона. Здесь встречаются с партнерами по бизнесу, заключают взаимовыгодные контракты, делятся наработками, инновационными решениями. Экспозиции на выставке представили 130 компаний из 12 регионов России. Глава Башкортостана Ради Хабиров на площадке 20-го Российского промышленного форума. Добрый день. Здравствуйте. Тормозинский редактор навоза сегодня с удовольствием представляет наш новый шторный полуприцеп собственного производства, полностью рама тоже изготовлена на заводе в составе с флагманом КамАЗовским тягачом 5491 К5, 450 лошадей. Наш полуприцеп один из самых легких в своем классе. 6,5 тонн снаряженная масса. Вы как год закончили вообще? Мы год закончили очень хорошо, плюс 10% к прошлому году. В этом году еще большие планы. Планируем осваивать производство именно в Башкирии шторного полуприцепа. Полный технологичный цикл на заводе. Там мы с Кагуиным говорили по поводу производства спецтехники для ЧС, для пожарной в состоянии вы делать, нет? Мы, конечно, в состоянии делать. Мы сейчас сегодня будет встреча, прорабатываем вопрос создания технопарка, промышленного технопарка, санацию и модернизацию блока цехов, 20 тысяч квадратных метров. На этих площадях планируем создавать любое производство спецтехники. Сколько сейчас работает у вас человек? 800. 800? А в прошлом году? Не сокращались? 670. То есть у вас конечно, да? Ну и плюс пожарная техника. Я о чем и говорю, они говорят. Мы готовы. Там особенности есть, но я думаю, что в состоянии ничего, то же самое. Конечно, железо. мы освоили такую технику. Да. Пожарными машинами мы тоже занимались в свое время, но здесь нужна помощь, нужны заказы. Заводу 40 лет, он готов осваивать любую продукцию. Спасибо. Республика Башкортостан. Лидер по выпуску промышленной продукции среди регионов России. Уважаемые участники и гости, приветствую вас на открытии 20-го Российского промышленного форума и специализированных выставок «Машиностроение, металлообработка», «Инновационный потенциал Уфы» и «Лекпром». Дорогие участники форума, в рамках 20-го Российского промышленного форума на ваших глазах произойдет запуск производства высокотехнологичных станков с ЧПУ и робототехнических комплексов в городе Стерлитамак. Внимание на экран! Мы начинаем церемонию запуска производства. Уважаемый Ради Фаритович, уважаемые гости, производственная площадка к вводу в эксплуатацию готова. Уважаемый Ради Фаритович, пуск прошу разрешить. Запуск разрешаю. Дорогие друзья, уважаемые гости, запуск производства прошел успешно. Молодцы. 20-й Российский промышленный форум считается открытым. Здравствуйте, ребята. Вот наше оборудование, которое мы изготавливаем, фрезерные станки с ЧПУ. Вот вы их под МПО будете отправлять, да? Подобные станки, они просто в комплектации немножко поменьше, но это просто такой образец. А так, в данной серии мы выпускаем станки. Здорово. Вообще, сколько человек работает сейчас? Сейчас 15 человек задействовано. 15 человек. Мы сотрудничаем с научно-образовательным центром. Хотели выступить инициаторами создания технологического парка, промышленного технопарка на базе троллейбусного депо. Поручение все это есть, поэтому сейчас отрабатываем. Ради Фаридович, будем проводить с Шалаевым встречу. Второй вопрос – это технический комитет по станкостроению затащить в Уфу. Поэтому как раз ребятам, чтобы помочь, защитите рынок. Спасибо. Приветствую. Мы кратко хотели доложиться по работе по созданию кластера. Буквально месяц назад мы собирались, практически все присутствовали, было принято решение, что кластер в регионе должен быть.
На сегодняшний день вот команда Александра Николаевича полностью подключилась, уже идет сбор информации от каждого предприятия, потенциального участника. Все заполняют соответствующие анкеты. Дальше свое желание нам помочь выразил Андрей Викторович Шпиленко, Ассоциация кластеров и технопарков. Да, он здесь, он вчера проводил соответствующую сессию. Они дальше включаются, анализируют, формируют правильный пакет документов, правильный скелет для нашего кластера, чтобы он соответствовал всем требованиям, которые предъявляются, и в ближайшее время он уже будет зарегистрирован. Наверное, вот он самый быстрый, да, получается, у нас получится кластер. Мы быстрее оформляем мебельный кластер. Я вам докладываю, значит, в Республике Коми у нас была предзащита, практическая сессия по кластерам. Ребята очень достойно выступили, представили свой проект, республику, и мы ждем ваш проект. Спасибо. Здравствуйте. Здесь у нас робототехника. Да, Приветствуем вас на нашем стенде. Да, мы. Студенты, призеры республиканского чемпионата WorldSkills, небольшую имитацию работы автоматизированного участка представили. С их помощью мы создали небольшой такой стенд. Готовим как раз первые 3 места призеры, готовим к национальному чемпионату, который состоится в июле. Мы договорились к вам приехать. Да, приезжайте, будем рады вас видеть. И в Евразийском НОЦ мы тоже уже подали заявку, активно планируем участвовать. Спасибо за поддержку. Здорово. Да, спасибо. Да, до встречи у вас. Спасибо. Спасибо, ребят. Ждем вас. Спасибо. Дальше у нас вот мебельный кластер, мебельная деревообработочная промышленность. Здравствуйте. 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 Ну, наверное, главный стенд на выставке, потому что на Бахтрасе человек большую часть жизни проводит. Это общая экспозиция мебельного кластера Республики Башкортостан. В республике несколько десятков производителей мебели, расходных отделов, комплектующих, сырья. И сейчас это все группируется в промышленный кластер в соответствии с федеральными стандартами. Ядром кластера выступает наш мебельный центр в Таймазах, то есть это Корона, это Велес, Авик. А где Корона-то? Корона, у него сын. Вы, да. А где сам? Папа-то? Отец приболел чуть-чуть, приболел, да. Вот вы мне скажите, мы там порешали по зданию? Да. Все решили? Да, вы уже начали что-то делать там? 15 мая начинаем уже стройку. Ну, как договаривались, да? Вы сейчас какой рынок занимаете? Какое место? Мы 5-е место по производству. 5-е место, да? Ну, жесткий рынок, да? Ну, с учетом пандемии, конечно, да, чуть-чуть. Мы реагируем, как бы в рынке играем, поэтому... Ну, заказываю. До какого у тебя сейчас законтрактован? У меня на 1,5 месяца по кроватям и по матрасам на 2 недели. Ну, это уже нормально. Спасибо. А здесь как раз застройку сделали, и с этой, и с той стороны. Вся мебель, которая производится здесь у нас в республике. Я у вас был, да? Здравствуйте. Да, приветствую. Как у вас вообще дела? Ничего, неплохо, работаем. Начали немножко покупать? Покупать? Ну, нет, покупают у нас. Нормально, да? Спрос хороший, в принципе. Вот у Амика Райферович, они взяли бывшая, бывшая мебельная Фабрика нектарных материалов? Да. Сейчас они сделали 2 цеха у вас. Да. И дальше развитие там еще квадратных метров 20 тысяч, наверное, если не больше есть. Вот сейчас вот Велес. Спасибо. Наш Туймазинский тоже. Ради Фаридович, все, Вот ему помогли. сильно помогли. Весной 2020 года помогли, в конце года субсидии получили, господдержку тоже списали, которые по 2%. Нормально вообще? Да, нормально. Сколько человек у вас работает? 60 человек работает. Да. Ну, по первому кварталу мы идем как за первое полугодие того года. Уже так. Плюс 30, плюс 40%. Ну, прекрасно. Я говорю, вот они, Велес, Корона, Апогей. Апогей мы сейчас уговорили, он с Челябинска перерегистрируется в Туймазы. Он тоже, у него объем тоже мебель, миллиарда. Да? Мягкая мебель. Да, у него мягкая, у него корпусная и матрас. Когда приезжают покупать матрасы, его Рамиль как раз отправляет к ним купить еще там. Когда приезжает купить у него какую-то мебель, он отправляет матрас. И там они все накупают и уезжают. Прям, там вообще центр родился благодаря энтузиазму вот таких людей, вообще вот руководителей. Просто молодые люди взялись и делают, и раз они разрослись. Все, большое спасибо. Спасибо. Сейчас русский лифт покажем. Николай Владимирович, приветствую. Вот этот лифт, да? Да, конечно. Откройте. Пожалуйста, можно.
Можете, можете нажать кнопку? Поехали. Давайте поедем. Давайте на пятый. До свидания. На пятый этаж поедем. Нормально. Да. Как поездка? На 5-й этаж съездили. А этот, давайте рассказывайте. Я вот прям завод, все-таки... уникальность нашего завода, Райф Фаридович, полностью производство. То есть локализация производства составляет 70%, свыше даже. Сами производим все механические части. Сами То есть вот этот корпус механический, это вы производите? полностью, да, сами производим. Электроника сами производим, у нас второе совместное предприятие. Ну, кроме лебедки. А лебедка корейская, да, она? Корейская, да? Говорит, вот эконом-класс, да, вот VIP-класс, да. Ну все составляющие одни и те же, да, вот и лебедки, и механизмы. Да, смотри как. То же самое. Бесшумный лифт? Очень вообще. А лебедки вы не в состоянии пока производить, да? В России, конечно, пытаются, да, потому что наукоемкая, да, продукция очень, ну, знаете, да, там частотный механизм. Но лебедка у него в 2 раза меньше, да, идет, Да. чем у этого Щербинка, вот то, что они делают. Благодаря применению вот таких вот управлений, да. А вот это железо уже сами делаете, вот это, да, или нет? Нет, это металл, особый металл, это металлургический комбинат, это прокат. Но я имею в виду, гнете здесь? Да, сами, все сами. Изготовление механической части. Станки хорошие, там все позволяет делать. У нас японский. Договорились тогда. Спасибо большое. Вы так руки не опускайте, я с вами. Не будем. По вашему поручению, Райф Фаридович, выставили стенд, чтобы все-таки рассказывать. Эдуард Марьевич. Как вы нам дали поручение, после нашего визита разрабатываем программу развития на десятилетнюю перспективу, где модернизация, экология, решение экологических вопросов, модернизация, перевооружение и строительство новых производств. Я думаю, что в ближайшие месяц-два мы эту программу вам представим уже в более уточненном виде. В коллективе как настроение? В коллективе отличное настроение. Вот. Все позитивно восприняли новость. Вот. Тем более после вашего визита. Так что все на подъеме моральном. А мы когда вот начнем Экойл откроем? Эколь технически будет открыт уже технически мы начнем производить продукцию в конце апреля, но торжественно мы решили открыть после майских праздников. Спасибо, хорошего вам настроения. Спасибо. Виталий Павлович, обращайте внимание, станкостроение, все-таки мы можем стать, наверное, в России главным центром станкостроения. Конечно, многое разрушено, но благодаря тому, что в свое время были профессионалы и компетенции остались. Вот посмотрите. Значит, несколько таких вот инициатив, которые я считаю, что для республики были бы активны. Вы уже утвердили, Райф Фаридович, создание учебных классов в школах республики ровно год назад, да, на одном из экспертных инвест-часов. Да. Предлагаю все-таки довести эту все, потому что сегодня одна из проблем машиностроения в целом – это дефицит кадров. Да, то есть, мы, соответственно, все это чувствуем, то есть сегодня нельзя найти хорошего токаря, наладчика, инженера, а это позволит, то есть, прививать на современном уровне, не как у нас сегодня на уроках труда говорят, вот у тебя киянка, вот себе там лобзик, да, а у тебя айфон при этом. Ну, как бы, когда айфон и лобзик, чувства разные возникают. Надо Мы хотели закупить станок, ну, прям в школе, чтобы поставить где-то. 13 миллионов, да? Да. Напомни, решение. Второе, то есть в республике мощнейший фонд развития промышленности. Вот активность его работы позволила... Рейтингование по году еще не сделали? За полугодие вы первый. Полугодие первый, да. И хорошей был, мне кажется, идея, чтобы в состав экспертного совета этого фонда включить, ну я за себя в первую очередь говорю, да, то есть у меня даже 2 золотых значка, то есть МПО станкостроение, да, и среднего завода. Считай, договорились. Для чего? То есть как опыт. Сегодня, то есть огромные деньги, которые фонд выделяет, займы, да, они идут на зарубежное оборудование. И мы не видим вот этого, да, то есть целого пласта. Это же миллиарды рублей, да, то есть, а потом мы уже... Воронка. Да, мы потом бежим туда, говорим, они говорят, мы уже все согласовали, у нас время, нам фонд говорит, ты сегодня не потратишь. Это же вообще, вот считают, что договорились, да? Очень крутая идея.
Необходимо, соответственно, все-таки настоять. Вот здесь Юрий Васильевич Самодуров присутствует, президент Ассоциации станкостроения. Филиал Ассоциации станкостроения стоит в республике. Я с такой инициативой в ассоциации выступил, все поддержали, но если от республики пойдет такая тоже дополнительная инициатива, для чего? Чтобы центр принятия решений по электрофизическим методам управления был не в Москве. В Москву приедешь, чай попил, уже денег не осталось. Понимаете, дорого все там. Ну как? Разумно. Договорились. Спасибо. 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Стерлитамакский станкостроительный завод. Здравствуйте. Здравствуйте. Привезли новые виды станков, новые гамма. Освоили ханинговальные станки. Сегодня до конца года мы обеспечили заказами. Сколько человек сейчас работает? У нас сейчас 800 человек работает. Нам помогли с оборотными средствами, мы подтянули хвосты. 300 было процентов индекс промпроизводства по 2020 году, потому что отгрузка была все-таки там 56 станков мы отгрузили, а в 2019 всего 2 было станка. В этом году, в принципе, уверенность есть. Но сейчас ушел директор, сейчас новые назначили. Мы за 3 месяца уже 25 станков отгрузили от 20 крупных. А куда пошли они? Сейчас они, где авиационное предприятие, это КАС, Оренбург, Стрела. Это внутри Ростеха получается, да? Ну их там Анатолий Эдуардович как раз вот всегда говорил, что давайте. Самое большое количество станков мы туда отгрузили. Ладно, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. О, Ирма. Здравствуйте. Как самочувствие? Как? Хорошо, нормально? Все нормально, да? Не стали производство идет, все, расширяемся. А вот расширяетесь куда? Что вы делаете? Смотрите, сейчас, я что хочу сказать, сейчас уже становится традицией говорить о настоящем с учетом трудностей прошлого года, ушедшего. Но, несмотря на это, мы в прошлом году сделали рекордные продажи вообще за всю историю Инман. И в этом году хотим выйти уже на максимальной проектной мощности, 2000 манипуляторов. Значит, это позволило дать определенный импульс для инвестиций. И в этом году у нас в плане инвестировать порядка 248 миллионов рублей. Сейчас мы на финальном этапе утверждения самой крупной инвестиции, 110 миллионов, мы хотим купить новый обрабатывающий центр. Вот. И в этом году проводим изыскание на строительство второй очереди. То есть со следующего... А есть рядом земля у вас там? Конечно, у нас на 2 очереди. На 2 очереди, да? Тогда, если они будут инвестировать, давай к нам. Мы вам там и поможем, и субсидируем. И... Да, это будет точно второй квартал уже. Ну хорошо, подумайте, когда вы же были у нас это. Вот у нас предприятие неплохое тоже, мы думаем. С Анатолием Эдуардовичем мы были там. Вот. Ну, огромное. Да, я вам помогу. Предприятие существует уже более 80 лет. Соответственно, мы выпускаем более 3000 агрегатов для авиационной техники. Ежегодно объем у нас более 4 миллиардов тоже каждый год, поэтому в этом году тоже такие же планы. Плюс ко всему у нас достаточно большая программа по импортозамещению, то есть связана с Украиной. То есть мы достаточно большой объем, там, более 30 агрегатов уже освоили. У нас в этом году по плану Сами или с НИОКРом? Не полностью, там есть и минпромовские деньги, есть, соответственно, и наши внутренние резервы. Вот по внутренним резервам мы сегодня осваиваем, и в этом году должны освоить АИ-9. Это вспомогательная силовая установка для вертолетной техники. Вот с Андреем Ивановичем Агинским и с Анатолием Эдуардовичем буквально там месяц назад были у нас на предприятии. Я показывал, соответственно, то, что мы сделали. По плану на сегодняшний день весь комплект РГК мы изготовили, на обучение отправили сегодня специалистов уже, для того, чтобы они прошли обучение по сборке. Здравствуйте. Так, наш красный директор Борис Соломонович. Работали нормально. Численность мы ни одного человека не сократили. Было 700. Сколько вы лет на «Молнии»? Я на «Молнии» 76 года, 45 лет будет. Красный директор, да? Выручку мы сохранили на уровне прошлого года, где-то 1,5 миллиарда. Даже социальный объект, у нас детский сад работал даже в то время не останавливался.
Ну, из новых продуктов, главное, что было интересно, мы выиграли конкурсы, который проводилась компания ГСС по импортозамещению. Сейчас разрабатываем систему зажигания, систему контроля вибрации двигателя на самолет Сухой Суперджет Нью. Разрабатываем вычислитель комплексной системы кондиционирования воздуха. Вот основные наши моменты. И, надеюсь, со следующего года начнем уже поставлять на Сухой Суперджете. Сейчас стоит американская система пожарной защиты. Со следующего года должна стоять система разработки технодинамики. И для нее мы делаем 3 компонента. Вот они у нас стоят. Блок пожарной защиты, вот эти сигнализаторы дымоперегрева, эти панели, все это мы освоили, получили все разрешения Росавиации и готовы поставлять столько, сколько Родина прикажет. Молодцы, молодцы. Спасибо. Решите вам книгу вручить. Небольшой очерк есть про меня. Может, вам будет интересно? Да. Почитайте. Спасибо. Скажите, пожалуйста, те предложения, которые вы сейчас услышали от производителей Республики Башкортостан, они дельные? Ну, абсолютно дельные, потому что они же подтверждены готовой продукцией или опытными образцами как минимум. И во многих из них Минпромторг принимал участие. Ну, имеется в виду различные субсидии, НЕОКРы, пилотные партии. Управленческая команда, сформированная главой республики, значит, руководитель промышленного блока Руслан Николаевич Шуляев абсолютно точно участвует во всех мерах господдержки, точечно, и практически все получается. Мы наметили планы там, и по созданию не только помощи конкретным предприятиям, но и по инвестиционному блоку, по поддержке индустриальных парков, промышленных технопарков региона, промышленных кластеров, вот, и участие региона в единой региональной субсидии. Поэтому ждем заявки региона, по максимуму будем стараться помогать и удовлетворять их. Какие направления вы могли бы отметить, вот если конкретнее? Это создание и развитие технопарков, индустриальных парков, кластеров, значит, региональных фондов промышленности. И республика сейчас идет и в наши реестры, во все, с инфраструктурой. Это даст возможность и управляющим компаниям, и резидентам получать налоговые преференции и, соответственно, участвовать в субсидиарных финансовых мерах поддержки Минпрома на расширение инфраструктуры, для того, чтобы туда приходили новые предприятия и создавали там заводы. Но инициатива должна быть от республики. Конечно. У нас есть инициатива? Есть инициатива, вот как сразу сказал, по всем блокам практически присутствует. И по индустриальным паркам у вас есть новые инициативы по включению в реестр новых проектов, и по промышленным технопаркам. И обратите внимание, у вас практически все по кластерам сформирована промышленность, а мы также поддерживаем и участников промышленных кластеров при реализации новых инвестиционных проектов. Поэтому ждем заявки. Спасибо, мы рассчитываем. Спасибо. Добрый день. Знакомились. Виталий Павлович, вот опять, смотрите, станкостроение. Они готовят, он как учебный центр, да? Производственный учебный центр. Немецкие программы мы реализовали вместе с Минобром. Вот, 70% это практика, 30% обучение. Там все виды обучения, и СПО, и дополнительные, и профобразование вместе с колледжем. Смотрите в качестве рекомендаций нашу программу по инженерному центру. Может быть, вы сможете часть оборудования посмотрим, образовательное учреждение, которое вы создаете, в том числе по программам Минпромторга, Минобра. У нас совместная программа. Что будет? Это газоперекачивающая L31ST для газотранспорта. Это то, что диверсификация. И вот сейчас разработка как раз обсуждается, и уже запущена округская работа L41ST 25 мегаватт. То есть «Газпром» нас заверяет, что им эта машина очень нужна. Сейчас 25 мегаватт это либо Украина, либо импорт далекий, там, Европа, либо пермский PS-90. Пермский PS-90 своей производственной программой не обеспечивает потребности. Поэтому решение принято, что вот мы сейчас разработку идем на базе АЛ-41СТ, который Су-35 самолет, с применением узлов отсюда и отсюда, то есть которые уже просчитаны, которые уже показали свое КПД. Ну, собираем. Если так сказать, больше 10 лет новых двигателей не делали, то есть у нас 75 единиц всего в эксплуатации обслуживалось. В этом году у меня план производства 18 машин, в следующем году 24. Уже законтрактованный под конкретный проект. «Газпром». «Газпром». Все «Газпром». Спасибо.
Да, здравствуйте. Это просто наша гордость республики, аэродром Первушина. Нам в этом году исполняется 10 лет. Мы объединили пилотажную группу, мы все праздники сопровождаем, вы знаете, помните, на День молодежи мы выступали. Летная школа у нас работает, 50 договоров заключено, 26 пилотов подготовлено. И когда я стал президентом Федерации авиации назначения России, то есть я здесь организовал штаб-квартиру, в Москве у меня вице-президенты. Вот, и поэтому очень бы хотел попросить вас, чтобы мы в этом году с 29 июля по 31 июля провели второй Всероссийский конгресс авиации общего назначения. Это то, что не хватает для нашей страны. Считайте, договорились. Да? И мы вам поможем. Да, мы лидеры, это Ральф Фаридович. К тому же вы мой преподаватель по международному праву. Спасибо огромное. Мы видите как? Да, мы очень ценим. Мы очень много летаем, у нас вот самолеты, поэтому стараемся развиваться. Вообще вот эта вот история, это по сути держится на энтузиастах. И вот это вот сохранилось. И причем не только в Уфе. У нас есть в Туймазах, в Октябрьском, да. В Октябрьском, в Кумертау. 38 площадок у нас в Башкирии. Да, ну, основные. Искусственным покрытием, да. Ну, когда Спасибо вам огромное. Реализация того, о чем мы говорили с вами в УГАТУ. Это уже у нас малоинвестиционное предприятие при УГАТУ и выпуск продукции. В этом году мы вышли на объем 70 миллионов. Это вот 200 миллионов УГАТУ. А вот какое изделие у вас было на более электрическом самолете? Они в УГАТУ. Они в УГАТУ, Они в УГАТу, а это уже то, что выпускает компания наша. Вот это вот, допустим, двигатели для реальных беспилотников. Показан как раз на видео. Вот эти движки полностью мы поставляем. Это двигатель, то, что мы делаем для немецких компаний, для Мюнхенского университета девятифазных. Вот это мы делаем двигатели для компании Диакон Петербурга. Она поставляет их на авиационный двигатель ПД-8, ПД-14. Это генераторы для беспилотников, блоки. Вот мы на этом растем. И у университета сейчас есть потенциал для роста. Действительно большой. Спасибо.